Доброе утро, дорогая республика. Якутия-24 приветствует всех, кто на этот момент, возможно, только проснулись. И, конечно же, тех, кто уже бодр, активен и полон сил. Это «Утро Якутии». Мы приветствуем всех. С вами сегодня это утро встречаем вместе мы, Руслан Ачиров и Дарья Анкехова. Да, и, конечно, по традиции мы сделаем ваше утро и начало новой рабочей недели по-настоящему бодрым, интересным и информативным. Но сразу хотелось бы к таким интересным новостям перейти. Нейросеть, разработанная нашими учеными, способна определять тип и тяжесть ОРВИ, что позволяет более точно назначать лечение пациента. Система может отличать грипп от других острых респираторных вирусных инфекций, анализируя сразу несколько потоков данных от температуры, артериального давления, уровня глюкозы в крови, а также типичных симптомов, характерных для каждого из заболеваний, прямо до фотографий лабораторных бланков. То есть искусственный интеллект уже и тут, да? Да, я думаю, актуально, потому что сейчас у нас такая погода, что можно пойти без шапки и прихватить, не дай бог, что-нибудь. Ну а в целом, конечно, ежегодно миллионы людей обращаются к врачам с высокой температурой, кашлем, слабостью, головной болью. При этом симптоматика различных заболеваний, таких как грипп, простуда, зачастую очень схожа. И даже бывает такое, что и опытный врач это не может определить. Но искусственный интеллект, оказывается, может. Да. Ну, в общем, вот такие вот новости. Ну, конечно, полностью эта система не сможет заменить настоящих врачей, потому что, но, тем не менее, очень сильно облегчит их, соответственно, работу и точность показаний. Да, ну, как уж ты сказал, показания, ну, а время нам покажет, насколько все-таки смогут работать врачи и искусственный интеллект вместе. Ну, подобные и еще другие интересные новости вы можете найти на нашем канале в мессенджере Max. Подписаться на наш канал вы можете, используя QR-код, который видите на экране. Ну, а еще к одной очень актуальной информации, это, конечно, какая погода за окном. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 20 градусов. В заречной группе 1,13 выше 0. В южных районах минус 4, минус 13. В Илюйской группе до 17 градусов мороза. В Нижнеленских 2,22 ниже 0. В Колымо-Нигирской группе Улусов до минус 16. В Янских до минус 22. На северо-западе 8,30 градусов мороза. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 10 градусов. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Ветер 2 метра в секунду. Сегодня днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2,7 метра в секунду. На дорогах гололедица. Температура воздуха ожидается сегодня до плюс 1 градуса. Ну, как мы видим, разброс температуры достаточно сильный, поэтому смотрите внимательно на погоду и одевайтесь по погоде. И главное, потеплее. Действительно. Ну а мы уже рады передать слово нашим коллегам из новостного отдела. Доброе утро, коллеги и телезрители. Расскажу о самых заметных событиях к этому часу. Новый перечень вузовских специальностей и направлений подготовки разработают в России. Изменения продиктованы грядущей реформой высшего образования. Пилотный проект по переходу на новую систему стартовал в мае 2023 года. В рамках пилота студенты получают базовое высшее и специализированное высшее образование. Кроме того, аспирантура стала отдельным видом профессионального образования, нацеленным на подготовку научно-педагогических и научно-исследовательских кадров. Напомню, ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство утвердило перечень профессий и специальностей, соответствующих задачам технологического лидерства России. В Якутске проходит выпускной модуль программы подготовки управленческих кадров «Муравьев-Амурский-2030». В его рамках молодежное правительство Якутии организовало коммуникативную сессию, объединившую более 50 участников из разных регионов России. Основной темой встречи стала интеграция выпускников программы в управленческую систему регионов Дальнего Востока и Арктики. Участники обсудили механизмы мягкой адаптации, включая наставничество и развитие профессиональных сообществ. Особое внимание уделили созданию единой базы контактов и карты профессиональных связей. Также рассматривались форматы предварительного знакомства с регионами через стажировки и командные проекты. Каждый месяц курсанты ездят по регионам Дальнего Востока, ознакомливаются в целом с жизнью на Дальнем Востоке, да,
У нас такой очень большой, скажем, регион Дальнего Востока. Он такой очень весь разный, многонациональный. И учитывая это, знакомиться с культурой наших регионов и социально-экономическим в целом положением наших регионов. С курсантами 4-го потока программы встретился Айсен Николаев. Глава республики обсудил развитие креативных индустрий в регионе. Впереди участников ждут общественные обсуждения стратегии развития и итоговая защита проектов, которые разрабатывались по заданию губернаторов Дальнего Востока. За год обучения будущие управленцы прошли интенсивную подготовку, посетив регионы ДФО и Китай. Программа, поддержанная президентом России Владимиром Путиным, с 2025 года будет расширена и на территорию Арктики. Финалом недели станет церемония вручения дипломов, которая пройдет 18 апреля. Сегодня у нас кейс-стадия, посвященная креативным индустриям. Как известно, в Якутии это очень важные индустрии, которые в фокусе главы региона. И мы сегодня делаем такой кейс-стадий по гарвардскому принципу, когда нам дают заранее очень много материалов, мы их изучаем, смотрим, читаем много литературы дополнительной. И сегодня нам дали вопросы, распределили по группам. И вот за сегодняшний день мы должны были собрать такой ответ на те вопросы, в которые нас погрузили буквально утром. В Якутске в стенах Саха-гимназии стартовал открытый турнир по волейболу. Соревнования посвятили памяти выпускника школы кавалера Ордена Мужества Амана Малышева. В 2010 году он впервые переступил порог этой гимназии. Успешно окончил 11 классов в 2021 году, а в апреле 2025 героически погиб в зоне специальной военной операции. Почтить память бойца собрались те, кто знал его лично, близкие, учителя и одноклассники. С 1 класса по 10, по 11 класс учился. Очень активный был ребенок. И в старших классах он очень сильно занимался волейболом. Много выступал, защищая честь школы в городских и в республиканских соревнованиях. Вчера, 12 апреля, в День космонавтики, мы вспоминали героев космоса и первый полет Гагарина. Сегодня отличный день, чтобы почувствовать себя космонавтами, разбудить мышцы, сбросить земную гравитацию с плеч и настроить организм на активный день. Начинаем утреннюю зарядку. Наш маленький шаг к бодрости и здоровью. Поехали! Всем доброе утро, всем чудесного и прекрасного настроения. Повторяйте эту зарядку вместе со мной, чтобы проснуться, чтобы взбодриться и чтобы ваш весь день прошел на ура. Итак, поехали. Первое упражнение мы выполняем полуприсед с подъемами рук вверх и сбрасываем их вниз. Показываю. Раз, раз, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Ножки, ручки встряхнули. Следующее упражнение. Мы разводим локти в стороны, раскрываем наш грудной отдел. Приготовились? Поехали. Лопатки сзади хорошенько сводим. Делаем это упражнение очень медленно и аккуратно. Также делаем это упражнение 15-20 повторений. Обязательно при этом правильно дышим. Делаем вдох, выдох, вдох, выдох. Четыре, 3, 2 и последний. Отлично. Следующее упражнение. Мы поднимаем руки вверх, касаемся плеч и опускаем их вниз. Вдох, выдох. Можно при этом встать на носочки. Также выполняем это упражнение 15-20 повторений. Обязательно дышим. Вдох, выдох, вдох, выдох. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, в последний раз.
Отлично, прекрасно. Следующее упражнение у нас будет подъем рук вверх-вниз. Мы поочередно поднимаем ручки вверх-вниз. Также при этом можно вставать на носочки. Если вам тяжело, можете на носочки не вставать. Итак, поехали. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Отлично, ручками потрясли. Следующее упражнение у нас мы обнимаем себя ручками. Бросаем из стороны в сторону, раскрываем грудной отдел, дышим. Можно даже по себе чуть-чуть похлопать. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Также повторяем это упражнение 15-20 повторений. Улыбаемся, включаем себе активную музыку и поднимаем себе настроение. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Отлично. Обязательно начинайте утро с утренней зарядки, чтобы ваше настроение всегда было отличным. До следующих встреч. Ну а на календаре 13 апреля. Это дата богата на события из истории. Также этот день может объединить любителей музыки, благотворительности и весенних праздников. А еще сегодня по церковному календарю поливальный понедельник. Это первый день после Пасхи. Сегодня нужно укреплять здоровье через воду. Ну, это была такая традиция. Ну, то есть, как минимум, через обливание. И вот интересный факт, да, ну, пока я готовила материал, почему-то вот раньше мужчины в этот день обливали девушек, да? Только мужчины девушек. Ну, чтобы проявить так знаки внимания, сказать, да? Потом, значит, обливали скотину, чтобы был, так сказать, хороший год. И растения обливали. Вот все, что можно было облить, обливали. Но почему-то мужчины ходили сухими. Сами выходили сухими из воды. Да? Сухими из воды, Интересно, да. почему? Может, они сами придумали этот праздник? Традицию эту? Да. Возможно. Ну, а о других датах и событиях этого дня узнаем далее. На календаре 13 апреля. Сегодня День мецената и благотворителя в России. Всемирный день рок-н-ролла. По народному календарю Ипатий – чудотворец. На Руси Ипатия почитали как разрешителя бесчадия. Ему молились о прибавлении семейства и об избавлении от бесплодия. У Ипатия также просили об изгнании бесов и защите от домовых, которые в этот день куражатся и бесчинствуют. Этот день в истории. 1742. Впервые исполнена оратория «Мессия» Генделя. 1895. При раскопках Помпеи были найдены горы сокровищ. 1902. В Санкт-Петербурге проведены испытания первого в России троллейбуса. 1934. Завершена операция по спасению челюскинцев в Арктике. 1944. В этот день Симферополь освобожден от немецко-фашистских захватчиков. В этот день родились Екатерина Медичи, королева и регентша Франции, Демьян Бедный, русский советский писатель, поэт, Александр Александров, советский композитор, хоровой дирижер, педагог, народный артист Советского Союза, Юрий Кашлев, советский российский дипломат, профессор, Ирина Хакамада, российский политик, общественный деятель, писатель, телеведущая, Татьяна Навка, белорусская российская фигуристка, олимпийская чемпионка. Именины сегодня отмечают Анна, Вениамин, Иван, Иннокентий и Иосиф. Ну и мы начинаем наш утренний эфир, конечно же, с общения с гостями, которые ежедневно посещают нашу студию. Так, например, активисты команды «Молодежки Народного фронта» из Республики Саха-Якутия, Татарстана, Севастополя, Владимирской и Оренбургской областей приняли участие в гуманитарной миссии, которая проходила в Луганской и Донецкой народных республиках и Ростовской области. Добровольцы занимаются, конечно же, восстановлением инфраструктуры, формируют продуктовые наборы для жителей регионов, также адресно помогают жителям. Вот как организована эта работа, кто туда идет и зачем вообще все это делается, об этом мы узнаем прямо сейчас. Сегодня у нас в студии координатор молодежки Народного фронта в Республике Тимофей Васев и активист команды Никита Попов. Доброе утро. Доброе утро. Ну, первый вопрос, наверное, может быть, будет такой классический, да? Чем занимаются волонтеры молодежки Народного фронта в зоне гуманитарной миссии? Гуманитарная миссия молодежки Народного фронта работает с 2022 года. Активно принимаем участие в помощи жителям, восстановлением инфраструктуры. Работаем на складах,
конечно же, помогаем и выдаем технику в рамках проекта «Все для победы» нашим военнослужащим. То есть это как и работа шла и в Курской области, и продолжает идти, то есть по восстановлению. Также это идет ДНР, ЛНР, Запорожская, Херсонская. Вот, это прям огромный вклад в работу молодежи, которая приезжает на гуманитарную миссию со всей России. С республики Саха-Якутия это уже не первая группа, это уже 8-я. То есть ребята активно принимают участие. С Алдана ребята, вот именно Алданский медицинский колледж приезжают, именно работают в госпиталях, помогают. То есть это вчерашние студенты уже сегодня проходят практику непосредственно в военных госпиталях. И ребята, молодежь, которые имеют строительное образование, ну, различные направления, просто прикладывают все свои силы, чтобы помочь жителям новых регионов. Никита, скажите, почему вы решили поехать в гуманитарную миссию? Это не первый мой выезд был в гуманитарную миссию. Первый мой выезд был в ноябре 2024 года, когда мне было 17 лет, будучи школьником 11 класса. Почему решил поехать? У меня воспитание такое, у меня папа и старший брат являются участниками специальной военной операции. Вот, ветераны Министерства внутренних дел. С самого детства воспитание такое, как надо помогать фронту. Вот, как могу, так и помогаю. Ну, интересная такая очень, да, грамотная и четкая, взрослая совершенно позиция, да, гражданская. Ну, а в целом, вот вы говорите, молодежь, да, вот даже название, молодежка Народного фронта. Молодежь это как-то ограничена возрастными какими-то рамками? Вот мы говорим, это примерно какой возраст? Ну, что касается именно участников гуманитарной миссии, это, конечно же, от 18 до 30 лет. Ну, если там идет, то там чуть больше по возрасту. Что касается именно ребят, которые к нам в команду приходят, мы стараемся брать ребят уже вот 11-классники, которые к нам приходят, чтобы они осознанно уже понимали, что они уже вместе с нами уже включаются не только в добровольческую, но и молодежную политику по России. То есть посещают различные форумы, выезжают на различные кластеры, обучаются. То есть мы готовим подрастающее поколение, которое, ну, станет кадровым резервом. Никита, скажите, вот что для вас стало самым запоминающимся вот в самой первой поездке? Это техника, много военных. В нашей Якутии не часто увидишь так много техники, как приезжают там танки, БМП, БМД. Военнослужащих очень много, как бы запоминающие такие моменты. Здания разрушенные, буквально там 10-этажка стоит. У нас все хорошо, и там все разрушено. Это вот такое вот впечатление было. Ну, а в целом вообще, что чаще всего просят привезти бойцы и жители? Вообще, если говорить по бойцам, по адресной помощи, то всегда к нам приходят различные заявки, то есть это прежде всего это различная аппаратура, глушилки, дроны, то есть здесь и вещевые комплекты, медицинское оборудование, да, непосредственно мы занимаемся тем, что подбираем для ребят, как правильно, чтобы они собрали именно свои тактические аптечки, потому что помимо того, что мы еще и, ну, я являюсь координатором, я еще и инструктор Центра тактической подготовки «Архангел». Вот, и поэтому сегодня вот вместе. Логично, да. Вот. Да, это тоже вот наша организация, как бы то, что мы занимаемся, обучаем военнослужащих и здесь гражданское население. Ну и прежде всего, когда мы формируем, вот, допустим, гуманитарную помощь, вот эти вот продуктовые наборы, это формируется не только с ребятами, но также жители приходят, потому что они формируют, ну, все одной большой командой вместе с жителями вот городов. Мы формируем, то есть туда входит тушенка, то есть набор первой необходимости, крупы, тушенка, все, и все это сразу же грузится в машины, распределяется, выдается. И когда везутся продуктовые эти наборы, ребята еще и успевают помочь ручками, там, потому что много пожилых, престарелых, ну, кто не может, сразу же обрабатывают заявки. Никит, но вот после гуманитарной миссии, да, остались ли какие-то, вот, может быть, впечатления, которые, ну, может быть, как-то сердце затронули, да, может быть, какие-то знакомства интересные? Да, самое запоминающее это было вот в нашей поездке, как ракета пролетела над нашей головой, буквально в 10 метрах от нас, вот так вот она пролетела, это было очень запоминающее. Также вот с мирными жителями пообщались. Был такой у нас человек, это дядя Вадик, как мы его называли, с 2014 года воевал, потом получил тяжелое ранение, списался. Блин, с ним поговорив, он рассказал свою историю. У него будет печальная история, как с 2014 года воюет, жена на руках погибла. Вот, и ну, очень запоминать, что даже то, что он пережил, через сколько он прошел, он такой же остается позитивный. Ну, а ближайшая гуманитарная миссия еще планируется? Да, конечно. Да, конечно же, но мы сегодня вот расскажем вам. Летом, в июле месяце, мы собираем новую группу гуманитарную, поедем с ребятами
также помогать. С республики всегда, что в Курской, что в новые регионы, мы всегда отправляли группы подготовленные, классные, позитивные, мощные и, главное, сплоченные. Спасибо большое. Мы желаем молодежке Народного фронта, конечно же, успехов, побольше вот таких активистов, как Никита. Ну и, конечно, мы говорим вам спасибо за то благое дело, что вы делаете. Спасибо вам огромное. Спасибо вам тоже. Активная гражданская позиция – это, конечно, конкретные дела и, как бы странно ни казалось, цифры. Волонтерство и налоги на доходы физических лиц кажутся далекими друг от друга темами, но на самом деле это две формы участия человека в жизни страны. Одни строят будущее своими руками на добровольных началах, другие обеспечивают работу школ, больниц через прозрачные отчисления. Как они формируются, куда направляются, расскажет наш юрист. Какие налоги для физических лиц существуют в Российской Федерации? Подоходный налог – это 13 или 15%. Основной налог для физических лиц. Его платят все, кто получает заработную плату. Если вы, конечно, работаете официально. Работодатели за вас производят все расчеты с Федеральной налоговой службой. Самостоятельно платить и отчитываться не нужно. С 2021 года начал работать повышенный налог на доходы физических лиц. Это 15%. Он касается только доходов свыше 5 миллионов рублей в год. Все, что меньше, считается по прежней ставке в 13%. Налог на вклады – это 13 или 15%. В 2021 году появился новый налог на доход по вкладам. Обратите внимание, налог не на всю сумму вклада, а только на его прибыль. Считается так: берется 1 миллион рублей и от него отчитывается ставка Центрального банка Российской Федерации. Это доход по вкладам, который не будет облагаться налогом. Все, что больше, конечно же, подлежит налогообложению по ставке 13%. Если годовой доход больше 5 миллионов рублей, то ставка увеличивается до 15%. Самим считать ничего не нужно. Данные налоговые передаст банк, и вам придет уведомление. Налоги работодателя вы платите только 13% со своей заработной платы, а работодатель еще минимум 32% с вашего дохода. Это отчисления в пенсионный, фонд социального страхования, а также медицинская страховка и взносы за степень травмоопасности производства. Последние могут варьироваться и увеличивать налог для работодателя. Налог на доход физических лиц. К нему также относятся ранее упомянутый подоходный налог, но сюда входят все основные налоги для физических лиц. Разберем их поподробнее. От продажи недвижимости и сдачи в аренду это 13%. Нужно заплатить физическим лицам, которые продали квартиру раньше минимального срока владения. Также указывать доход в декларации и платить налог в 13% должны арендодатели жилья. Заблуждением является правило: если я сдаю квартиру на 11 месяцев, не нужно платить налог. Вы обязаны указать заработок в декларации 3 НДФЛ. Также налог с выигрышей – это 13 или 35%. За выигрыш в гослотарею, казино, азартные игры и у букмекеров полагается уплатить налог в 13%. Второй налог в 35% нужно заплатить за успех в рекламных акциях. Поскольку лотереи в Российской Федерации организует только государство, все остальные выигрыши считаются рекламой. Но зачастую организатор акций заранее закладывает налог в приз и платит его за вас. Налог с продажи всего 13%. Мало кто знает, что с продажи любых вещей нужно платить налог. Другое дело, что если вещь стоит дешевле 250 тысяч рублей, или вы продали ее за ту же цену, что купили, или дешевле, платить ничего не нужно. Поэтому в обычной жизни, например, продажа смартфона налогом не облагается. Знайте свои права. Кто-то высчитывает налоговый вычет до копейки, опираясь на закон, а кто-то сверяет финансовые планы с фазами Луны. Оказывается, денежные гороскопы сегодня – это огромная индустрия, которая для многих становится первым шагом к планированию бюджета. Вот, Руслан, слышал ты ли когда-нибудь что-нибудь про денежный гороскоп? Слушай, возможно, да, но я бы сказал так, вот на звезды надейся, а сам не плашай, да. Возможно, мы найдем некие подсказки далее, и это принесет вам пользу. Давайте узнаем, что звезды сулят нам на этой неделе.
Овны, ваша инициативность и активность на этой неделе будут на пике. В понедельник у вас может появиться желание ограничить лишние контакты, чтобы сохранить внутреннее равновесие. Вторник и среда хороши для стратегического планирования и проявления себя на работе. Небольшой спад энергии возможен в пятницу и субботу, поэтому выходные лучше посвятить себе. Тельцы. Сейчас сложный экономический период, поэтому в начале недели постарайтесь меньше тратить. Зато общение с родными и коллегами принесет вам радость и пользу. Субботу и воскресенье посвятите отдыху на природе и в кругу близких. Близнецы. Гоните прочь сомнения, сейчас они вызваны банальной усталостью. Ваши нестандартные идеи и креативный подход будут весьма востребованы. В четверг и пятницу вас ждет успех и прилив вдохновения. Раки. Ваши будни будут похожи на постоянно меняющиеся картинки калейдоскопа. Много событий, срочных дел и встреч, но ваше трудолюбие будет вознаграждено уже в пятницу. В выходные лучше снять усталость, звезды вам советуют сходить в бассейн или в баню. Львы. Ваша главная задача на этой неделе – сдерживать эмоции. Ощущение финансовой нестабильности может угнетать, но старайтесь вести дела как обычно. Вас ждет очень романтический период, но постарайтесь не провоцировать партнера на ревность. Девы. Самый опасный день на этой неделе – вторник. Избегайте конфликтов на работе и не принимайте серьезных финансовых решений. К успеху вас может привести только неизведанная дорога, поэтому не бойтесь действовать нестандартно, а на выходных лучше отправиться в гости или просто полениться дома. Весы. Ваша склонность к авантюрам придется как нельзя кстати. В понедельник постарайтесь не обращать внимания на мелкие разногласия. Неделя подходит для творчества, укрепления отношений и генерации новых идей. Скорпионы. В начале недели вас ждут крупные финансовые поступления. Ваша энергия и идеи приносят стабильный доход. Во вторник постарайтесь не встревать в конфликты, а в пятницу будьте готовы принять серьезное решение. Неделя побуждает навести новый порядок и разорвать связь с прошлым. Стрельцы. Ваше финансовое положение на этой неделе не будет вызывать особенного беспокойства. В среду лучше не заключать договоров, а вот в четверг принесет интересные предложения, сулящие прибыль. Позитивный период позволит вам обратить минусы в плюсы. Козероги. В середине недели есть вероятность улучшения финансового положения. Рассмотрите деловые предложения, которые поступят в четверг, даже если у вас другие планы. Постарайтесь быть гибкими и дипломатичными, чтобы успешно сочетать работу и личную жизнь. Водолеи. Постарайтесь не подводить деловых партнеров, обещая то, что не сможете сделать. Следует быть крайне осторожным, если есть опасность финансовых потерь. В четверг возможны незначительные денежные поступления. Ваша уникальность и смелые идеи принесут положительные перемены. Рыбы. Деньги сейчас лучше не тратить, а откладывать. К концу недели вероятны сложные деловые переговоры, однако они подарят шанс улучшить финансовое положение. Доверяйте внутреннему голосу. Ваша интуиция и чуткость на высоте. Отличное время для творчества и медитации. А мы движемся далее. Если вы вдруг только присоединились к нашему эфиру, напоминаем вам, что вы смотрите «Утро Якутии» на телеканале «Якутия-24» НВК «Саха», который ежедневно в 7:00 выходит специально для вас, дорогие телезрители, но и для нас в том числе, ведь наша большая утренняя команда всегда рада подготовить полезную информацию, интересные новости, ну и, конечно, пригласить каких-нибудь интересных гостей. Да, и к не менее интересному сюжету. Известный спортивный девиз гласит «быстрее, выше, сильнее», но мы бы немного перефразировали его для наших следующих героев. Умнее, мудрее и спортивнее. Ведь чтобы сеять разумное, доброе, вечное, нужно иметь огромный запас энергии. Абсолютно верно. Накануне в городе Покровске Хангаласского улуса педагоги сменили строгие костюмы на спортивную форму, а школьные указки на ракетки и мячи. Там прошла масштабная спартакиада работников образования на Кубок колледжа цифровых технологий «Айтын». О том, как учителя ставят спортивные рекорды, в сюжете Виолетты Засимовой. Город Покровск стал центром спортивного притяжения для педагогов Хангаласского улуса. В этом году спартакиада на Кубок колледжа цифровых технологий «Айтын» побила все мыслимые рекорды. Если ранее в соревнованиях принимали участие 6-7 коллективов, то в этот раз на парад открытия вышли сразу 14 команд.
Программа спартакиады включала 7 видов спорта. Педагоги соревновались в меткости, в дарте, показывали мастерство в настольном теннисе и волейболе, тянули канат, прыгали в длину и играли в шашки. К слову, эта интеллектуальная дисциплина ежегодно чередуется с шахматами. Не забыли и про национальный колорит. Участники состязались в якутских настольных играх «Хабылык» и «Хамыска». В этом году у нас есть нововведение, новшество. Это вне зачета у нас последним видом спорта будет перетягивание каната на личное первенство по категории мужчины и женщины. Ну и соревнование пройдет по олимпийской системе, то есть проигравший сразу вылетает. Ну и абсолютным победителям мужчины и женщины будут вручены тоже ценные призы от наших спонсоров. Среди команд особенно выделялась одна – сборная детского сада «Сардана», единственные представители дошкольного образования на турнире. Ну, я надеюсь, что наши сотрудники сильны во всем, во всех видах. Но уклон делаем на шашки, волейбол, дартс, прыжки. Конкуренцию новичкам и дебютантам составили настоящие старички спартакиады – команда школы номер 3 города Покровска. Они не пропустили ни одного турнира, из года в год показывая стабильно высокие результаты и настоящий командный дух. Так, ну в этом году конкуренция очень большая, очень много молодежи, команды сильные. Но, на мой взгляд, сильная команда Первожемконской средней образовательной школы, Актемской школы, так, ну и Улахананской, Мальжигарский наследник. И в этой серьезной конкуренции определился сильнейший. Переходящий кубок колледжа Айтын в этом году завоевала команда педагогов из первого жемконского наслега. Впрочем, проигравших на турнире не было. Спартакиада показала главное – все больше работников образования выбирают активный образ жизни. Ведь энергичный и спортивный педагог воспитывает не только словом, но и своим личным примером. Специально для «Утра Якутии» из Хангаласского улуса Виолетта Засимова. Замечательный пример. Ну а на очереди у нас еще один сюжет от нашего коллеги, также на тему активного образа жизни. Да, я бы сказал, очень даже активного, потому что наш коллега Евгений Никифоров принял участие в интересной экспедиции. Ну, вот полный выпуск вы, конечно, сможете скоро увидеть на нашем канале в передаче «Испытано на себе». Ну а пока предлагаем вам посмотреть, как происходил сам путь до пункта назначения города Тикси. Наша автомобильная экспедиция приближается к поселку Тикси. Правда, иногда попадаем в снежный плен. Действительно, здесь, по большому счету, дороги просто нет. Она здесь занесена снегом. Сейчас будем толкать. Второй экипаж сейчас будет преодолевать этот же участок. Мы раскопали, пониженная. Пролетел. Продолжается раскопка трассы. Колея настолько глубокая, что просто машина садится на мосты, на раму. Вот в свете фар видно, что люди прокладывают дорогу, как когда-то строили Колымский тракт. Здесь также нам нужно пройти несколько километров до Найбы. Сзади вереница машин, 4 из них наши, одна это прибившаяся к нам машина. Тоже снабдили ребят рацией, все на связи. И от того, как пройдет первая машина, будет зависеть проход остальных. Потому что первый ледокол пробивает колею, расчищает брюхом. И дальше уже, конечно, проще. Да, бывают ситуации, когда просто машина засаживается, и лопатами здесь не помочь, ни лопатами, ни человеческими силами. Тогда только буксировать. Автомобиль просто провалился передним колесом, передним мостом. Итак, момент истины. Так, завалился на левый бок. Подкапываем правый. Так, попытка.
Есть. Висит. Просто висит. Дорожная техника подошла. Мощь. Пробивает дорогу. За ним идут машины. КАМАЗ дорожный. И здесь две огромные покрышки сзади у него, которые эту дорогу, в общем-то, трамбуют. Можно сказать, что со стороны Найбы дорога расчищена. Техника пришла к нам навстречу. И, скорее всего, по этой свежеочищенной дороге сейчас с легкостью можно будет проехать. К счастью, нет бурана, пурги, иначе бы это все заметало тут же после расчистки. Дорога должна продержаться хотя бы пару дней, если не будет сильного ветра и снегопада. Земельный участок для участника СВО – это реальная мера поддержки. Как его получить, какие документы собрать и как подтвердить факт проживания, если прописка, допустим, находится в другом регионе. Подробнее об этом расскажет ведущий юрисконсульт Центра «Мои документы» Дмитрий Федотов. Дмитрий, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Дмитрий, расскажите, кто имеет право получить участок бесплатно и с чего начинается сама процедура? Мы правильно понимаем, что не сразу выдается участок? Да, все верно. Получается, участник СВО, согласно статьи 20.2 Земельного кодекса Республики Саха-Якутия, участник СВО, который был зарегистрирован по месту жительства, получается, у себя в администрации, обращается по месту жительства в свою администрацию. Извините, немножко оговорился. Вот, получается, если у него районная прописка, он обращается в администрацию своего района, или если, получается, он фактически жил в городе Якутске, здесь уже требуется уже установление факта проживания. Это делается через суд. То есть для начала нужно понять, что все, да, участники СВО имеют право на получение участка. Все? Да, все верно. Здесь главный факт участия СВО, получается, это мобилизованные контрактники, ну и все участники СВО, которые имеют удостоверение ветеран боевых действий. Ну, вот, что касается документов, какие самые главные документы нужны? Ну, это само заявление, которое заполняется непосредственно там же, ну, естественно, паспорт. Если обращается лицо по доверенности, то это доверенность. Ну и советую взять вообще все документы, которые касательно вот СВО, все эти справки, копия контракта. Ну, на всякий случай рекомендую все документы с собой взять. Ну, в большинстве все они как раз по опыту общения с военнослужащими, членами семей военнослужащих, у них всегда есть заготовленная папка со всеми документами, ну, они уже знают. Хорошо. А возникают такие вопросы, да, очень часто. А может ли семья получить участок, если она уже получала участок от государства, ну, допустим, по программе многодетных семей? Нет, потому что это прямо прописано в том же законе, там же есть отдельная оговорочка, то что если ранее получал, например, как многодетная, то повторно уже получать уже невозможно. Можете. Хорошо, а если, допустим, у участника прописка была в другом районе, но фактически проживал он в Якутске? Да, вот хотелось бы на этом поподробнее остановиться. Получается, в данном случае участник СВО или его представитель по доверенности или в случае смерти военнослужащего, получается член семьи погибшего военнослужащего, они должны собрать пакет документов, а именно те доказательства, те документы, которые подтверждают, что военнослужащий на момент своего подписания контракта, ну, то есть убытия в зону СВО, это либо мобилизация, либо подписание контракта, жил в городе Якутске. Для этого собираются документы. Самые основные, могу вот сказать, это, например, что договор аренды бывает поликлиники прикрепления, да?
там, то, что дети военнослужащего ходят в образовательное учреждение, да, эти детсады, школы, справки участкового и вообще все любые документы, например, даже когда человек живет в квартире и, ну, то есть арендовал, но, например, он подписал договор там, с сантехниками, с проведением интернета. То есть нужно доказать, что ты проживал в этот момент в Якутске любыми способами, да? Чем больше Хорошо. доказательств. А если военнослужащий находится в зоне СВО, может ли он подать заявление, кто-то за него подать? Да, все верно, но тут главное помнить, что нужна доверенность нотариальная. Например, без доверенности жена не может. Может сам военнослужащий, либо по доверенности нотариальной. Либо члены его семьи. Ну, тема достаточно актуальная, поэтому я думаю, что за любым вопросом можно обратиться в любой центр МФЦ. Мои документы. Правильно? Ну, я бы рекомендовал обращаться непосредственно в наш головной офис, который находится на Амусова 18, а также можно еще обратиться в Фонд защитника Отечества. Там как раз ну, наши юрисконсульты работают по средам, пятницам с 9 до 5, ну и с перерывом с 12 на часу, а у нас на Амосово без перерыва, тоже с понедельника по пятницу с 9 до 5. Ну, спасибо большое. Спасибо, Дмитрий. Пожалуйста. А мы вновь передаем слово нашим коллегам, которые подготовили всю последнюю информацию о том, что же произошло на территории нашей республики за выходные. Мы продолжаем говорить о новостях этого утра. Число вакансий в сфере жилищно-коммунального хозяйства в России выросло на 47% за 3 месяца 2026 года, а средние предлагаемые зарплаты увеличились до 66 тысяч рублей в месяц. Наиболее заметно за год вырос спрос на ремонтников. Число вакансий для них увеличилось более чем в 3 раза. На втором месте оказались контролеры. В их обязанности, как правило, входит снятие показаний счетчиков, проверка их состояния и ведение документации, в том числе в рамках планового обслуживания или при смене собственников жилья. Тройку лидеров замкнули плотники. Всего же дефицит кадров ЖКХ оценивается в 150 тысяч человек, заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин. Просторы и высоты. Под таким названием открылся необычный фотовернисаж, посвященный красоте республики. Уникальность выставки в том, что ее авторами стали ученые-исследователи, которые привезли редкие кадры из дальних экспедиций. Организаторами проекта выступили Ботанический сад СФУ совместно с Якутской епархией при поддержке нескольких научных институтов города. Из сотен фотографий сотрудников Якутского научного центра жюри отобрало 38 самых удачных снимков. Экспозиция в свободном доступе разместилась прямо на ограждении Преображенского кафедрального собора. Эта выставка посвящена красоте нашей родной республики. И что самое интересное, эти места, они практически недоступны для простого человека. И здесь побывали ученые Якутского научного центра в основном и Института мироздаоведения. У них есть доступ в такие, они вот в экспедиции ездят различные научные и попадают в те места, очень уникальные, абсолютно недоступные места, которые вот никто никогда, может быть, и не увидит. В Градо-Якутском Преображенском соборе состоялось праздничное богослужение в честь Светлого Христового Воскресения. Пасхальная служба началась в полночь. Десятки верующих совершили крестный ход вокруг собора под праздничный звон колоколов. Затем началась пасхальная заутренняя и праздничная божественная литургия, продлившаяся около 2 часов. В богослужении принял участие и глава Якутии Айсен Николаев. Он поздравил жителей республики с главным христианским праздником, пожелав всем мира и благополучия. Жизни нашего Господа Христа, Его смерть, Его воскрешение, они разделили судьбу человечества. Они вывели нас из греха, вырвали нас из царства сатаны. Они дали нам всем возможность смотреть на эту жизнь совсем по-другому. В
театре оперы и балета состоялся сольный концерт выдающейся певицы, народной артистки России и Якутии Альбины Борисовой Кычкиной. Обладательница редкого колоратурного сопрано и уникального драматического дара за свою карьеру покорила лучшие сцены страны и мира. Творческий вечер выделялся форматом. Оперные партии прозвучали в сопровождении двух арфисток – Марии Потаповой и Алины Леонтьевой, преемниц первой арфистки республики Лидии Новгородовой. В программу вечера вошли 17 шедевров Баха, Пучини, Римского-Корсакова и других великих композиторов. Ну, как всегда мы ожидаем сегодня самого высокого полета и грандиозного такого вдохновения, музыкальной мысли и поэтического слова. Ну, это я не удивлюсь, когда это все сегодня это случится, потому что это бывало всегда, это всегда в сопровождении Альбины Борисовой. Это всегда так было. К этому часу это все новости. Хорошего и продуктивного дня. Есть великие художники, под влиянием которых меняется наше сознание, а есть художники, под влиянием которых меняется эпоха. Таким человеком был Афанасий Осипов. В его произведениях можно проследить все особенности развития якутской живописи, начиная с середины 50-х годов. Отталкиваясь от классических образов, Афанасий Осипов остается якутским национальным художником, исследователем национального характера, образа жизни и певцом родной природы. Здравствуйте! Творчество народного художника-живописца Российской академии художеств СССР Афанасия Осипова еще при жизни художника стало классикой искусства Якутии. Афанасий Осипов родился 28 февраля 1928 года в отдаленном Аласи-Бетегостях второго аргитского наслега Хангаласского улуса. Жемчужная гладь речка Синяя, вершины золотых скал, необъятно щедрая и дикая тайга взрастили в душе юного Афанасия тонкое мировосприятие. Весной 1945 года в судьбе 17-летнего юноши произошел крутой перелом. Он решает стать художником и поступает в Московскую художественную школу. Блестяще завершив школьную программу, через 4 года он поступает в Московский институт имени Сурикова на факультет живописи в мастерскую к известным советским художникам Петру Котову и Федору Решетникову. Успешно окончив его в 1955 году и защитив дипломную работу «Изгнание шамана», высоко оцененную Государственной экзаменационной комиссией, он возвращается в родную Якутию, посвящая свою жизнь любимой профессии. В конце 50-х годов Афанасий вместе с другом детства Семеном Даниловым едет на север. Тогда он впервые в жизни увидел скалистые горы и испытал глубокое потрясение. Художник и поэт вместе ездят по северу, живут в колхозе, посещают села Андрюшкино и Колымска. Все это время Афанасий Николаевич рисовал. С той первой поездки в 1958 году Афанасий Осипов безмерно влюбился в крайний север и неоднократно возвращался туда для вдохновения. Его картины «Кино в Яранге», «Праздник оленеводов», «Крик» и многие другие произведения вошли в историю изобразительного искусства СССР. Для многих ценителей его творчества Осипов, кроме северных мотивов, неразрывно связан с темой гор. География его путешествий обширна, начиная от пустынь Монголии, заканчивая вершинами Гималайских гор. Произведения Афанасия Осипова находятся в Государственной Третьяковской галерее, в Государственном музее искусства Востока, в Национальном художественном музее Республики Саха-Якутия, в собрании регионального отделения Урала, Сибири и Дальнего Востока Российской академии художеств и в других частных коллекциях России и за рубежом. Путешественник, альпинист, конькобежец, йог – так о нем вспоминают современники, а главное отмечают, что в памяти якутского народа Афанасий Осипов навсегда останется как художник, воспевший красоту родного края. Это была рубрика «История в кадрах». Изучайте историю вместе с нами. Это интересно.
Вчера вечером на нашем телеканале завершился очередной сезон интерактивного телевизионного вокального конкурса «Вот это да, дети». За право быть победителем боролись 12 финалистов, и в итоге первое место досталось юной вокалистке из Тампонского района Александре Галаевой. У нас сегодня в студии сама Александра и ее наставница и мама Виктория Галаева. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Александра, да, поздравления. Да. Выиграть республиканский вокальный конкурс – это не просто круто, да, это престижно. Ну и давай вот расскажем нашим телезрителям, о чем была твоя конкурсная песня, тем более на венском языке. Не все, наверное, понимают. О чем песня? Моя песня о празднике солнца, где женщины поют, танцуют, радуются солнцу. Кстати, главный приз, да, который ты получил, это сертификат на 50 тысяч на музыкальный инструмент. Да? Ты уже придумала, какой хочешь купить? Я хочу... во-первых, я хочу посетить магазин. И выбрать, да? И посмотреть, как выглядят инструменты. Вообще в целом, Все, да? все. А там как понравится, да? О чем мечтаешь? Я давно мечтала о синтезаторе. Синтезаторе. О, да? здорово, клавиши. Тогда вопрос будет к Виктории, да. Мы знаем, что вы живете в небольшом селе, да, Новый. Это совершенно маленький, да, такой населенный пункт, да, и у вас нет музыкальной школы, да. Вот как проходят ваши занятия с дочерью? Да, действительно, мы из Тампонского улуса, село Новый, совсем маленькое село. К большому сожалению, там нет музыкальной школы и нету даже профессионального педагога по вокалу, а ребенок у меня творческий. По работе мы переехали туда с осени, и мы тоже, я не знала, что там музыкальной школы нет, поэтому начала с ней сама заниматься. И вообще в этом селе, оно такое маленькое, но там очень активная жизненная позиция у людей, и все такие творческие, все хотят петь, танцевать. Есть спортивно-культурный комплекс, куда ходят все и дети, школьники, и подростки, и взрослое население, и все, у них там есть свои ансамбли. Часто проводим концерты для себя. То есть развлекайтесь как можно, да? Да, и очень бурная там жизнь кипит прямо, да. Хорошо, а почему выбрали песню именно на венском языке? После отборочного тура мы начали задумываться о новой песне, и нам нужна была такая колоритная песня, конкурсная. Да и вообще эта песня с историей, можно сказать. Когда-то, года 2 или 3 назад Сандра маленькая была, и она где-то в каком-то на концерте или на ИСЭХе она видела, как выступала вживую певица Саина. Песня была «Тундара», что ли, и она сама мне потом рассказывала, что я слышала это, она так хорошо поет, прямо восхитилась этим. И это мне в памяти осталось, и я решила, чтобы она спела именно ее песню. Здорово, да, мы сейчас можем видеть эти кадры. Александра, скажи, а какую музыку ты любишь слушать? Пока что я люблю слушать популярные песни. Люблю руссконародные и также национальные. А хотела бы ты в будущем связать свою профессию, возможно, с музыкой, с творчеством? Кем хочешь стать? Я хочу стать где-то работать доктором, а где-то работать вокалистом. То есть поющий доктор будет, да? В селе Новой. Да, здорово, почему бы нет? Здорово, да, почему нет? Это хорошее хобби. Да, и вопрос к маме, да, как многие, наверное, телезрители сейчас смотрят, да, и думают, нет музыкальной школы, нет ничего, а люди пошли на республиканский конкурс, заняли первое место, в чем секрет, может быть, да? Как долго готовились или все далось легко вам? Было не так легко, конечно, но я сама тоже, от себя занимаюсь пением,
Ну, мы можем, мы вместе иногда выступаем тоже. Когда училась в школе, я закончила музыкальную школу по классам фортепиано. И вот сейчас я усиленно уже начинаю вспоминать тоже клавишные дома, начинаю вот играть. Синтезатор мы одолжили в школе недавно. Потом... Ну, то есть вы вместе, и это ваш главный секрет успеха, да? Мама помогает дочери, дочь помогает маме, да? И вот такой потрясающий дуэт. Мы еще раз поздравляем вас, желаем вам успеха, творческого вдохновения. Ну и возвращайтесь к нам вновь на следующий конкурс, а почему бы и нет, мы будем рады. До новых встреч. Еще раз поздравляем. Ну а нашим телезрителям мы желаем отличного, бодрого утра и такого же продуктивного дня. Увидимся завтра в 7:00 на телеканале Якутия 24. Пока.